Позволь себе хоть раз что-нибудь больше. Ты, кажется, забыла. Но на меня твои штучки не действуют, и я считаю, людям ты тоже не нужен. Вот сейчас и проверим. Хотите верьте, хотите нет, дамы и господа. Но мы есть в каждом из вас. Возможно, вы не догадываетесь, но между нами очень тонкая грань. Давайте отправимся в небольшое путешествие сквозь время и пространство. И узнаем, кто больше нужен человеку. Совесть или искушение? Всего лишь твое отражение. Как ты можешь верить чему-то, если ты не веришь своим собственным глазам? Я верю в это. А ведь все могло закончиться иначе. Ты выбрал путь. Как видишь, он был слишком слаб, чтобы пойти по твоему пути, добродетели. А он выбрал правильную сторону, сторону искушения. Теперь он сам себе хозяин. Многие сбиваются с истинного пути, но и многие возвращаются на него. Я докажу тебе это. Продолжим путешествие. Убегай! Ты же знаешь, что я же все известно. Ты знаешь, кто ты такой. Сколько людей ты убил и как ты скрывался от правосудия. И что теперь? Ты дашь этому жалкому юному детективу все испортить? Нет. Убей ее! Все, что ты мне говорил, было ложью. Как и твое лицо. А вы, мисс Скотт, так ли вы во все поверили? Где же была ваша бдительность? Сколько жизней ты послал украсть. Они были невинны. А невинность очень сладкая на вкус. Здесь и сейчас. Но чего же мы ждем?
А что вы прикажете? Просить у вас прощения? Нет. Помолиться. Перед смертью. Я помолюсь за вашу душу. Ты умрешь. На 4 счета. Раз. Я отправлю тебя вслед за твоим братом! Как видишь, не все в твоих руках. Она смогла остановиться. Она обратилась ко мне, я помогла ей. Это еще не конец. Мы знаем множество историй судеб. У нас еще одно происшествие. Где там твои часы?
всегда. И каждый человек должен сам выбирать, что он будет слушать. Совесть или искушение.